Тем временем накануне официально закрыта ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях. Меры приняты из-за потепления и опасности провала подлета автомобилей. Но в то же время по закрытой ледовой трассе продолжается несанкционированное движение. Сегодня сотрудники службы спасения совместно с инспекторами ГИМС провели рейд. Репортаж Афанасия Николаева. Уважаемые автолюбители, вы подвергаете себя и своих пассажиров опасности. Ледовая переправа закрыта. Каждый год с закрытием переправы на Даркылах приезжает дежурная группа спасателей. Каждый год проезжающих мимо автолюбителей предупреждают о тонком льде. Но несмотря на это, ежегодно, пока гром не грянет, никто не перекрестится. Ежегодно у нас идут что осенью, что весной проваливаются машины с летальными исходами. Да, пока у нас ничего не случится, народ будет ездить. Лед очень хрупкий, колея накатанная, местами провалы были. Инспекторы ГИМС раздают памятки водителям, но остановить их от риска выезда на лед не могут, нет полномочий. Автолюбители, таксисты и дальнобойщики упирают на то, что ехать надо, лед еще толстый и вообще только середина апреля. Ну надо, потому что. Ну надо. Как? Ну, куда деваться-то надо? Не боимся, пока еще лед крепкий. Действительно, многих обманывает толщина льда, но сейчас весной толщина не имеет значения. Изменилась структура льда. С наступлением теплых погодных условий лед становится менее прочным и приобретает такую игольчатую структуру. И это довольно опасно. Он более подвержен разрушению, то есть возможны провалы под лед. Согласно правилам, все сообщение с правым берегом реки уже должно полностью прекратиться. Из-за высоких температур закрыты уже почти 3 десятка переправ по всей Якутии. С 15 апреля проезд для автотранспорта закрыт на 6 ледовых переправах федерального значения, 5 республиканского значения и 18 муниципального значения. За несанкционированный выезд на закрытую переправу грозят штрафы от 3 до 5 тысяч для граждан, должностных лиц до 50 и до миллиона юрлица. Но может статься и так, что штраф за выезд на лед просто не с кого будет взыскать. Афанасий Николаев, НВК «Саха», Якутск.